Добрый день, уважаемые друзья! 1 июня, по старому стилю 13 июня, исполнилось 155 лет со дня рождения известной и талантливой эрзянской народной сказительницы Ефимии Петровны Кривошеевой. Ее импровизаторское творчество глубоко вошло в народную жизнь и сыграло огромную роль в развитии национального сказительского искусства Мордовии. Ефимия Петровна была носительницей народного устно-поэтического наследия. В своей памяти она хранила огромное количество народных песен, плачей, сказов, причитаний и через всю свою жизнь пронесла огромную любовь к своему народу, к его обычаям и обрядам. Родилась Ефимия Петровна Кривошеева в девичестве Адамова в 1867 году в деревне Тарасовка Пылковской волости Петровского уезда Саратовской губернии, ныне Лопатинский район Пензенской области. Образование не получила, работала по найму. В родном селе ее знали как хорошую песенницу и плакальщицу. В семье Ефимии и Петра Кривошеевых родилось 11 детей. Правда, 7 умерли от голода и болезней. Безграмотные родители оставшимся 3 сыновьям и дочке постарались дать образование. Старший, Никифор, стал врачом, Иван – ученым-математиком, дочь Александра – общественно-политическим работником, а Илья, унаследовавший от матери наряду с литературным талантом горячую любовь к родному языку, прославился как великий подвижник народного просвещения, поэт-лирик. Открытие творческого таланта Ефимии Петровны принадлежит его сыну, эрзянскому поэту Илье Петровичу Кривошееву, который с 1922 года записывал исполняемые ее произведения. Между ними был установлен творческий союз. Они нередко читали друг другу свои произведения, обсуждали их. Имя Ефимии Петровны Кривошеевой как сказительницы стало широко известно не только в Мордовии, но и далеко за ее пределами после публикации 1 декабря 1936 года в газете «Правда» произведения Лайшема Кировда «Плач о Кирове», в котором она в традиционной форме и манере обрядового плача смогла выразить не только свои личные чувства скорби, но и переживания всего общества. Всего от Ефимии Петровны Кривошеевой было записано более 50 произведений разных жанров. Первый сборник Лайшема Деморат «Плачи и песни» был издан в 1937 году. Также творческое наследие Ефимии Петровны печаталось в республиканской периодической печати, в коллективных поэтических сборниках. Многие ее произведения вошли в Золотой фонд мордовской литературы. В фондах Республиканского краеведческого музея хранится архив сказительницы, в котором насчитывается более 40 единиц хранения. Архив музея был передан в 1955 году ее сыном Ильей Петровичем Кривошеевым. Большой интерес для исследователей представляет биография Ефимии Петровны Кривошеевой и воспоминания о ней, которые были записаны Ильей Петровичем Кривошеевым в 1955 году от родственников. О Ефимии Петровне Кривошеевой вспоминает Пелагея Гавриловна Одерова в девичестве Кривошеева из села Лопатино Лопатинского района Пензенской области. «Называла я ее Мазой бабом, красивая моя бабушка. Уж очень много она ткала холста, шерстянки, ведь раньше в шерстяных юбках ходили. Вот бывало, не на могилы иду вместе с ней. Хорошо она одевалась, чисто, аккуратная была. На улицу выйдет весною, песни поет. Песни, какие она пела, теперь уже не помню. Маленькая я была. Голос у нее был красивый. Мне тогда было 7-8 лет». Воспоминания внучки Ефимии Петровны Кривошеевой Анны Ивановны Гаврилятовой, 1914 года рождения. «Матери у меня не было, росла я сиротой. Бабушка моя, как мать родная, меня жалела.
как свое родное дитя держала, воспитывала меня. Плохое слово мне не говорила, даже люди завидовали мне. Красивые платья она мне покупала. Не заставляла быть меня завистливой. Учила она меня шить, на хорошее дело наставляла. В 2013 году дочь Ильи Петровича Кривошеева, Ольга Ильинична Горбунова, жительница поселка Кемля Ичалковского района Республики Мордовия, передала в музей мордовскую национальную рубашку своего отца. Рубашке более 100 лет, и вышивала рубашку Ефимия Петровна Кривошеева. В фонде в музее хранятся также фотографии, на которых Ефимия Петровна запечатлена со своими детьми, родными и знакомыми, портреты, которые написаны были известными мордовскими художниками Иваном Андреевичем Бояркиным и Кирой Петровной Мурыжихиной. В память о Ефимии Петровне Кривошеевой в городе Саранске на улице Макшанской, дом 16, где она прожила последние годы жизни, в 2014 году была установлена мемориальная доска.